Труд и природа облагораживают каждого, уверен ханкчанин Николай Дмитриевич Филиппов. До пенсии он жил и трудился в Ингинском наследии, а после переехал в Хандугу. Но и здесь, живя в каменном доме, он озеленил придомовую территорию. 15 лет назад посадил черемуху, ели, березы, позже рябину, боярышник и цветы. И до сих пор продолжает это благое дело. Царанок много посадил. В этом году много будет, наверное, вырастет царанок. Красиво же, когда деревья растут возле дома. Николай Дмитриевич Филиппов очень разносторонний человек. Летом, весной и осенью его трудно застать дома. Сначала подлетная рыбалка, потом охота, затем сбор чаги, лекарственных трав, ягодная пора. Вот и сегодня утро у нашего героя начинается с теплого чая из березовой чаги. Он терпкий и вкусный. Возможно, благодаря самой воде, которую хозяин дома очищает кремнием. Чагу Николай Дмитриевич настаивает в термосе, и полезный напиток на целый день готов. Березовый гриб чага используется в медицине как противоопухолевое и противогастритное средство. Каждое лето на дня два он ездит на родину в Сайды и привозит оттуда по 2-3 мешка чаги. У Николая Дмитриевича много клиентов из Якутска, Чурапчи, Этыкёля, Намцев. Чагу я собираю, сколько себя помню, и родители собирали. Чага хорошо в Сайдах растет. Тут в Хандыге чага вот несколько раз находила на мелкое. А у нас в Сайдах на березах крупная чага растет. В Тасильцах-то вон берез много же. Там вообще нету чаги. 1-2 найдешь, вон за месяц, наверное, кусок маленький. Мегана ни разу не видел. Гришхользай вон ездил сколько, нигде не видел чагу. А в Сайдах есть много. У нас на березняках. Поэтому каждое лето езжу в Сайды, по 2 мешка собираю и привожу из Сайдов. Чага-то не на всех березах растет. Он на 1000 берез на одной только может расти. Это целый день надо ходить. И за день может вообще не найти ни одной. А иногда, когда повезет, находишь по 2, по 3. Как и многие старожилы, Николай Дмитриевич хорошо разбирается и в лекарственных растениях, которые на севере, по его словам, обладают поистине чудодейственной силой. За лекарственными травами наш герой отправляется в горы. Там он собирает щитовидник пахучий, более известный как волчья трава, веронику серую, золотой корень, радиолу розовую. А где их находите? Золотой корень я в горах собираю. Он не везде растет. Где растет, там он на ответственных скалах растет. Опасно, правда, взбираться на ответственные скалы. Но когда увижу, залазю, собираю. Много не растет, мало. А лекарственные травы там в горах много, всяко разные есть. Один день еду за щитовидником пахучим, тоже по горам лазить же надо. Мешок соберу большой, 2, привезу, сушу. Потом по пакетам раскладываю. Зимой заказчикам отправляю. И другие травы тоже так же. Вот еду, собираю. Там уже конкретно один вид трав только собираешь. От давления, от сахарного диабета травы помогают, ягоды помогают. Нормально вроде. У кого язва желудка, вылечивается вроде. У Николая Филиппова есть интересный опыт выращивания настоящего южного граната на собственном подоконнике. Вот уже 20 с лишним лет высаживает это экзотическое, но неприхотливое растение. Даже в 50-градусные морозы Николай Дмитриевич собирает свой урожай граната.
мандарина, граната, яблони. Еще в 90-е по посылторгу он выписал несколько саженцев кленовидных плодовых деревьев – мандарина, граната, яблони. Но транспортировку выдержал только гранат. 3 недели он выхаживал сломанный саженец, и растение удалось реанимировать. На 6-й год гранат начал приносить первые плоды. Сначала ягоды вообще мелкие были, ну как бусинки. И с годами она крупной становится. Первый раз 3 штуки плода было, а потом с годами она больше становится. В этом году больше 30 штук было. Как вот мандарины есть мелкие вот такие, а вот крупные съел, это мелочь остался. От граната обыкновенного карликовый отличается тем, что зимой практически не сбрасывает листву, а цвести начинает уже в конце марта, и в августе можно собирать урожай. Крупный гранат по вкусу не отличается от магазинных, а мелкие кислые. Николай Дмитриевич их сразу употребляет в свежем виде. Лето – это горячая пора для Николая Дмитриевича Филиппова. Тогда он практически безвылазно пропадает в лесу или в горах. Сезон начинается с красной смородины, земляники. Через месяц поспевает голубика, черная смородина, а осенью и брусника. Голубики собирают по 50-60 ведер, по 10 черной и столько же красной смородины, 40 ведер брусники. Постоянный спутник в этих вылазках супруга Марина Романовна, которая ведет такой же активный образ жизни, как и Николай Дмитриевич. Но они не часто одни бывают в тайге, так как возят на сбор ягод своих клиентов по предварительной записи. Гора-то все места знают, где ягоды растут. И у меня вон каждый год постоянные клиенты есть, которые приезжают ко мне за ягодами. Я их каждый год вот летом я возу туда, по горам. Целыми днями по горам лазят, ходят со мной, по горным рекам. Ну, маршруты такие проложены свои, по ним вожу. Некоторые на рыбалку, рыбаки договариваются на горных реках порыбачить, приезжают, или на горных озерах, их вожу. В горах вообще природа красивая. Вот каждый распадок, вот заходишь, он другой, на другой распадок пойдешь по распадкам, по горным рекам. Там природа же меняется. Через каждые 100 метров другое. Красиво везде. Как настоящий якутский мужчина, Николай Дмитриевич увлекается рыбалкой, а рыбных мест в горах предостаточно. Но для этого надо уходить туда на несколько суток и пройти немало километров пути. Он и сейчас в свои 70 лет спокойно проходит до 20 километров по горам, а по реке и все 50. Когда напарник здесь был, мы с ним постоянно по горам ходили. В день, наверное, самое мало 30 километров проходили. Рано утром уходишь и до часа ночи идешь, пока до намеченного пункта не дойдешь. Трудно вон по горам ходить. Надо, чтобы физически развитый был. Когда вон после армии в Харбалахе учились с семеро из Сайду, мы оттуда пешком в Сайды приходили и обратно пешком. Туда 150 километров. За 28 часов. Сейчас вот молодежь скажет, не верят. Когда парни, которые со мной учились, с ними ходили, вместе все, когда рассказываем, тогда только верят, что разве можно пройти за 28 часов 150 километров. А мы проходили за 28 часов. Там же он ищет необычные камни с природными отверстиями, которые у якутов считаются счастливыми камнями. Тогда Николая Дмитриевича Филиппова можно считать счастливым человеком. Но как по-другому объяснить, что только ему так часто попадаются эти редкие камни, что собралась целая коллекция? А вообще он собирает самые разные камни, в том числе всем известный в Якутии сердолики. И у Николая можно найти самых разных оттенков и с причудливыми рисунками. У меня очень много камней. Вот этот первый камень лет 50, наверное, на реке Амге нашел. И с тех пор у меня увеличение на камни. С камней собираю. Лет 50, наверное, если не больше. Для рыбака, охотника, ягодника, травника Николая Филиппова лес – кормилица. Он там себя чувствует как дитя природы.
но и ему не раз приходилось встречаться с самым опасным животным – медведем. Но знание законов тайги позволяет ему обходить эти нежелательные встречи, один из которых – не заходить на территорию зверя. Надо только не нарушать дистанцию. Метров 50 самое это оптимально. Миша не прыгнет на вас. Если ближе подойдешь, он метров 30-20, Миша тогда уже у него рефлекс срабатывает, он может напасть. А так 50 метров медведь, он не страшный. Он развернется и уйдет. И тут и сам тоже разворачивается, уходит. По словам Николая Дмитриевича Филиппова, он чувствует себя не на свои 70 лет, а на 50 и советует всем иметь любимое дело. Тогда и возраст нипочем. Именно после 50 Николай нашел еще одно интересное занятие – съемка в фильмах. Трудно в это поверить, но это так. А началось все с фильма «Кискил 3», который снимали в Тамбовском районе. А потом о нашем герое узнал начинающий тогда местный режиссер Никита Новгородов. В итоге Николай Филиппов снялся аж в 5 фильмах. Сказали, будешь сниматься в кино? Ну, я пошел тогда, снялся. Первый раз, когда в тот день снимали, мне не понравилось. Целый день и до вечера много повторов было. Я думал, тяжелая работа такая. Еле усидел до вечера, до 11 вечера. Думал, все, больше не буду сниматься. Потом кино вышло, этот Новгородов увидел, позвал меня, говорит, хочешь сняться в моих фильмах? Я сначала отказался, он говорит, давай снимайся, у тебя уже опыт есть, говорит. Снялся у Новгородова в фильме. Первый сняли, потом второй фильм сняли, потом третий, малолитражки снимал. Вот такой интересной жизнью живет пенсионер из Хандыги, 70-летний Николай Дмитриевич Филиппов. А еще говорят, что жизнь начинается только после 40.